Картинки, которые тебе очень интересны, да. Приложение Авдан произносит звуки и слова абхазского языка. Но смартфон при этом не должен стоять на беззвучном режиме. Весь алфавит и около 500 слов сопровождаются картинками и озвучкой. С помощью приложения можно изучать несколько кавказских языков, а началось все с осетинского. Затем молодые люди, обеспокоенные сохранением родных языков и диалектов, объединились и стали развивать приложение как инструмент для изучения родной речи. Инициатива пошла от наших братьев с Осетии, у которых так же, как и у нас, большая проблема с родным языком, а именно с его изучением среди подрастающего поколения. И они как-то искали выход и решение этой проблемы. Познакомившись через соцсети, обдумывать стали данный проект, и вот как-то зародилась такая идея. Впоследствии уже было создано приложение сперва на осетинском языке. Было задействовано очень много ребят со всего Кавказа. Мы не состоящие ни в каких-то организациях, мы просто вот молодые ребята, которым хочется что-то делать хорошее для своих народов и как-то взаимодействовать. Так было всегда по истории, и мы хотим это продолжать. Приложение находится на первом этапе разработки. В нем представлена лексика, но если Авдан будет популярен среди пользователей, то разработчики добавят туда и грамматику. Между тем, как показывает практика, самое главное в языке – знать значение слов и уметь их произносить. Сегодня приложение дает возможность овладеть этими знаниями и навыками. Используя наше приложение, допустим, был такой пример, парень рассказывал, он, когда ехал на учебу или по вечерам дома находясь, одевал наушники, включал приложение и произносил каждую букву вслед за диктором. Также он использовал слова. Допустим, нам говорят, там у вас 400 слов, 500 слов, это же недостаточно. А там такие слова, которые, вот если человек выучит эти слова, сможет правильно их произносить, вот 90% остальных слов ему будет легче учить. Он будет просто как новое слово, допустим, на русском языке запоминать. Среди друзей Ильи есть те, кто не знает абхазского языка. И, по его мнению, это не личная проблема тех, кто не знает. Это проблема всего общества. Это говорит о том, что подход к изучению государственного языка в принципе неверен. Проблема абхазского языка – это не проблема какой-то личности или определенного человека. Это наша общая проблема и трагедия. Сегодня же я вижу тенденцию, когда эту проблему накидывают на человека. Это встречается в школах, когда ребенок только сталкивается во 2 классе, допустим, с абхазским языком, и на него идет такое давление, можно сказать. Да, это делается не специально. Скорее всего, думают, что таким способом человека смотивируют выучить. Илья в совершенстве владеет родной речью, хотя и учился в русской школе. И его пугает, что происходит с учениками абхазских школ, когда в 5 классе все предметы они начинают изучать на русском. Это полностью ломает их восприятие и языка, и предметов. У меня мама преподавала в начале 2000-х годов русский язык и литературу в абхазской школе. Недавно, в начале карантина первого, маму попросили заменить преподавателя полгода. Когда она заменяла также в абхазской школе, это был 5 класс и 6 класс. Это был ужас, по ее мнению. Ребята, дети, которые переходили резко с абхазского на русский язык, они не знали алфавит, им было сложно переключиться. Приложение – это лишь один из инструментов, позволяющих начать изучать абхазский язык. По словам Ильи, невозможно без погружения в языковую среду овладеть речью. Как он говорит, необходимо больше фильмов, мультиков, сайтов, групп в соцсетях, где будет только абхазский язык. И они должны быть интересны пользователям. Изучение языка должно быть увлекательным и иметь смысл для каждого отдельного человека здесь и сейчас, потому что глобальная цель – сохранить язык – доступна не всем. Каждый язык – это история, и не просто история, это быт, культура. Именно в языке сохраняется то, что не сохраняется на бумаге. Допустим, наши архивы, сколько бы ни сжигали, сколько бы нашу историю не уничтожали, в нашем языке сохранилась эта история. Это географические названия гор, рек. Это то, что не смогут стереть. И именно сохранение языка, его развитие, продолжение этой идентичности, мне кажется, основная задача государства. Как по мне, государство нужно обществу только для того, чтобы сохранить свою идентичность, культуру, язык. Если этого не будет, зачем нам государство?
Приложение бесплатное, интерфейс понятен, чтобы начать понимать и понятно говорить. Достаточно выучить те слова, что есть в приложении. Грамотная речь – это следующий этап, на который невозможно попасть, не пройдя первый. И еще важно не стесняться. Не все, даже те, кто с рождения знает язык, какой бы то ни было, говорят на нем правильно и красиво. Марианна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ.